С лишним весом в Башкортостан нельзя. В республике с 1 по 30 апреля действуют ограничения для большегрузов. По словам специалистов, это связано с уязвимостью дорог во время повышенной влажности. Причем рассчитывают допустимую массу для каждой оси въезжающей машины. Проверку осуществляют стационарно и с помощью мобильных пунктов. Как проходит работа в одном из таких, наблюдала Лилия Курбанова. На сотрудника смотрим, он подсказывает. Каждую ось измеряем. Лишний вес может стать проблемой не для здоровья, а для кошелька. За избыточную массу придется заплатить штраф, а также решить проблему перегруза. Причем, внимание, каждой оси. Машина, когда на весы встает, здесь у нас вот показания появляется. В данном случае там, да, люди стоят там на весах, вот кто-то 50 килограмм весит. Вот, тут фиксируется на одну ось общая масса. И на каждую ось последующие суммируются, и здесь вот выходит внизу общая масса. Тут уже определяем по осевым нагрузкам и по общим массам. В программе здесь у нас уже показывается, есть нарушение или его нет. Только в этом году за первые 3 месяца в Башкортостане вынесено более 400 постановлений о нарушении весогабаритных параметров. В общей сумме владельцы тяжеловесов заплатят почти 146 миллионов рублей. График работы определяет Ространснадзор, так скажем, мы привязаны к ним. И по необходимости, если поступает оперативная информация, в данный момент здесь работаем. Поступит информация, что в каком-то участке автомобильных дорог идет массовое движение, передвижные пункты вместе с инспектором будут передислоцироваться в оперативном режиме. Допустимые нагрузки по федеральным и региональным дорогам, они различаются, установлены постановлением правительства Российской Федерации. В каждом регионе свои нормативы. Ограничения в период паводка весь апрель рассчитываются по узлам, а не общей массе машины. Например, в Башкортостан не сможет заехать трехосный односкатный большегруз, если первый узел превышает 9 тонн, второй и третий – 8 тонн. Росдормониторинг у нас выдает спецразрешение. Перевозчик имеет право обратиться в Росдормониторинг путем подачи заявления на сайт. Через сайт это все делается. Сейчас у нас, в принципе, через интернет это все доступно. И далее согласовывается маршрут передвижения транспортного средства. При согласовании данного маршрута водитель данного транспортного средства имеет право уже провозить груз в том направлении, на которое ему дали разрешение. Ограничения не касаются только некоторых видов товаров, в числе которых лекарства и продукты. Чай везу, чай, индийский чай. Из Алматы сюда, в Уфу. Производство Казахстан. Фраза, которая в советское время звучала бы странно, сегодня реалии налаженного импорта. В Уфу, в одну из бывших столиц производства чая, из Казахстана привезли 15 тонн гранулированного продукта. Нарушений нет, даже если не брать во внимание вид товара. А на международной перевозке это не распространяется. Я, допустим, с Казахстана везу сюда, в Россию, это не влияет. Ну и, соответственно, там еще на некоторые виды грузов, допустим, продукты везешь, тоже на это не влияет. Ограничения действуют до 30 апреля. Этот срок могут продлить до 10 дней, но только в одном случае, когда фиксируются соответствующие погодные условия. Если будет повышенная влажность, все это уже без воды, в сухом остатке, для того, чтобы меньше пострадали дороги. Лилия Курбанова, Шамиль Каримов. Новости.